С детства Илья увлекался конструктором Лего, разбирал машинки, изучая детали, и понравившееся собирал в коробку. Первым его изобретением стала водяная мельница, собранная из подручных запчастей. В основу легло колесо, вращающееся от потока воды. Юноша не мог и подумать, что его увлечение перерастет во что-то большее. Его папа механик и часто бывает в дальних заездках, но юноша ценит опыт, который ему передал отец. Паять я научился весьма спонтанно, то есть у меня также и от игрушек оставались моторчики, батарейки, и я знал, как цепь собирать, просто так мотор прикручивал провода, а это, естественно, ненадежно, и он такой сказал: сын, ну все, пойдем учить тебя паять. С тех пор 6 лет я почти каждый день паяю. Первым значимым достижением Ильи стало первое место во Всероссийской научно-практической конференции «Робота-бум» в 2014 году в городе Сочи. Илья и разглядевший его талант научный руководитель Сергей Деминов вплотную занялись раскрытием его технических способностей. И в последующие годы парень участвовал в различных научно-практических, научно-технических конференциях, на которых занимал лидирующие места. На сегодняшний день он уже у нас сотрудник Оптирэкспресса, с ним заключен отложенный трудовой договор в городе Ярославле. В этом году мы ездили в сентябре месяце в город Ярославль для участия в Всероссийском форуме «Будущие интеллектуальные лидеры России». Главным увлечением Ильи являются беспилотники. Он уже национальный чемпион Республики Саха-Якутия, и вся его проектная деятельность связана с беспилотной авиацией, что на сегодняшний день очень актуально и востребовано. Последнее его изобретение «Лонгборд» развивает скорость до 30 км в час, дальность езды 15-20 км, время заряда 2,5 часа. Удобное средство передвижения, относительно не тяжелое и с весьма большим запасом хода. Также он установил на него дополнительные функции, такие как блоки для заряда в телефон и система охлаждения, которая автоматически срабатывает при нагревании аккумулятора. Следующее изобретение дрифт-трайк пока на стадии обдумывания. Планируется взять переднюю вилку от велосипеда, большую часть рамы сделать из ПВХ-трубы толстой, поскольку с металлом возиться мне не особо нравится, и плюс это надо его либо варить, либо пилить чем-либо. Это сложновато сделать в условиях квартиры. Поэтому решено было взять толстую ПВХ-трубу и с помощью белков здесь сделать перпендикуляр и саму раму, а колеса, поскольку в городе их тяжело будет найти, было решено печатать на 3D принтере. Илья много занимается самообразованием, так как приходится ему учиться по индивидуальному графику из-за частых разъездов. Так, с последней поездки в Милан на фестиваль науки и техники iGiovanni или Science 2018 он привез первое место. Александра Цыбикова, Аяла Мосов, Нерюнгри.